Ребят, всем привет! Сегодня у нас необычный формат интервью. Мы пообщаемся с нашим гостем из Москвы, с диггером Даниилом Давыдовым. Здравствуйте, дорогие друзья, да, все верно. Голос шикарный, такое ощущение, что перед нами не просто диггер, а диктор. Ну нет, не диктор, хотя диктор тоже на букву «Д». Но все-таки я больше диггер, не путать с дилером, потому что это все три слова на букву «Д», и я, как ты правильно заметил, именно диггер. А если кто-то не знает, кто такой диггер, то диггер, само слово происходит от английского глагола to dig, то есть копать. И это роднит диггера в первую очередь с археологом. То есть диггер — это историк, который занимается исследованием исторических искусственных подземных сооружений. У народа Саха по верованию мир делится на три части. Верхние божества, где живут боги, срединный мир, где живут люди, и подземный мир, где живут злые духи. Вот ты, получается, часто спускаешься в подземный мир. Ну, несколько раз в неделю, да. Скажи, пожалуйста, конечно, у страха глаза велики, но бывали ли какие-то случаи, которые заставляли тебя, возможно, подумать: о нет, этого не может быть, как это возможно? Ну, это скорее какие-то причины техногенного характера, когда оказываешься под землей, а на улице начинается дождь, или когда раньше, особенно такое мы часто практиковали, когда можно было легко попасть, например, в метрополитен на пути, когда идешь по тоннелю, а навстречу поезд идет, хотя вроде бы поезд должен идти по соседнему тоннелю, а тоннель гладкий, и спрятаться негде, и непонятно, если прижмешься к стенке, вообще там тебе ноги-то не переломает, так приемником вагонным. Но это вот скорее страх такого характера, или там по ржавой лесенке по какой-то спускаешься. Что касается мистики, я вообще-то не очень верю в мистику, по крайней мере под землей. Хотя вот не так давно, 2 года назад, я начал заниматься съемками видеоблога. И на одном из видео есть очень интересный момент. Мы спустились под землю, значит, я и еще один блогер. И мы друг друга снимаем по очереди. И вот, значит, мне нужен такой приветственный стендап сказать под землей. И меня этот блогер снимает. Все снял, мы ушли, все сняли. Отлично. Я начинаю монтировать ролик. И вдруг вижу, что в какой-то момент, когда я говорю, откуда-то сбоку, от стенки, за моей спиной появляется, ну я даже не знаю, какая-то субстанция, похожая на новогодний дождик, который вот так извивается, колеблется, поднимается вверх, вправо, влево и потом улетает куда-то вот в темноту коллектора. При этом человек, который меня снимал, он не видел ничего особенного. Стали думать, ну чем это может быть? Если бы, допустим, мы спускались сверху через колодец и действительно попал дождик, ну, это было бы видно в первые секунды. Вот спускается человек, мимо падает дождь. Если бы, значит, какой-то воздушный поток был, ну, у нас бы был задув ветра в микрофон, мы бы это ощущали, мы бы видели движение пара, движение воздуха. При этом вот сам этот дождик, или я не знаю, что это было, он вел себя достаточно хаотично, то есть нельзя сказать, что это был какой-то воздушный поток. Ну, тут мнения разделились, потому что кто-то из подписчиков действительно написал, что, дескать, а вот там дождик, а кто-то говорит, что не дождик. Но я ничего подобного не замечал. Мои коллеги рассказывали, что тоже именно при съемке видеосюжетов на подземную тематику иногда видны какие-то сущности, которые попадают кратковременно в объектив. Обычно глазом этого не увидишь. Бывает, конечно, страх под землей. Страх это из-за мощного шума воды, может быть. Бывает, что в мощном шуме воды отчетливо слышны человеческие голоса, и поначалу особенно это пугает, потому что это сегодня я хожу под землей и чувствую себя хозяином. А, конечно, когда я был подростком, я точно так же, как и любой нормальный подросток 90-х годов, боялся какого-то мифического дядьки, который выйдет из угла и скажет: эй, пацан, а ты что здесь делаешь? Ну-ка пошли, сейчас я тебя в милицию отведу. И было очень неприятно, потому что идешь под землей, чувствуешь себя в одиночестве, и вдруг слышишь голоса в шуме воды. Ну, это на самом деле такой эффект, он оказался достаточно распространенным. Бывают подземелья жуткие сами по себе.
Поэтому, несмотря ни на что, у любого подземелья есть свой характер, есть свое настроение. И бывает, что сначала подземелье кажется недружелюбным, но потом, если часто приходится его посещать, ты располагаешь его, что ли, к себе или относишься к нему с любовью. Ну, сложно сказать. Конечно, выстраивается... С любым местом выстраиваются свои отношения, в том числе и с подземными объектами. И как ты относишься к подземелью, так и подземелье относится к тебе. Подземелье – это не враждебная среда, точно так же, как тайга для охотника, точно так же, как горные вершины для альпиниста, пещеры для спелеолога. Но при этом всегда нужно понимать, что спускаясь туда или приходя в тайгу, ты должен быть к этому готов. И если с тобой происходит что-то, чего с тобой не должно было случиться, то в этом никто, кроме тебя, не виноват. Значит, была плохая степень подготовки. Угу. Очень интересно ты рассказываешь. То, что касается Якутии, что бы ты хотел здесь исследовать в будущем, возможно? Приехать снова и куда-то спуститься? Или что-то, может быть, ты слышал о каких-то местах интересных? Ну, я слышал, конечно, об алмазной добыче, но это в основном все, насколько мне известно, вскрышным способом происходит, то есть без глубоких сооружений. По берегам Лены идут известняковые породы. Мне очень удивительно, почему этот известняк не использовался здесь в строительстве. Я слышал легенды о том, что здесь есть какие-то подземные сооружения, тоннели. И я предполагаю, что это именно каменолом. Ну, скажем так, Якутия, с точки зрения подземщика, это не настолько перспективный регион, куда бы вот куда хочешь поехать. В Якутию. Там столько всего, что просто бродить под землей, не перебродить, исследовать, не исследовать, изучать, не переизучать. Это не то место, потому что все-таки вечная мерзлота и национальные особенности не предполагали здесь каких-то горных выработок, ну хотя бы 18 века или 19 века. Поэтому все, что здесь мы имеем из подземных сооружений, это уже 20 век, советское наследие. Но, конечно, здесь трудная транспортная доступность. Здесь достаточно плохая коммуникация между отдаленными населенными пунктами. Мы плыли по реке Лена, и у нас пропадала и связь, и интернет, и иногда не было целые сутки. Поэтому, конечно, это труднодоступный и малоизученный регион, чрезвычайно интересный. Но я не могу сказать, что я как подземщик очень много слышал о Якутии. Скажем, Владивосток, ну, конечно, это приморский город, там оборонные сооружения. Там Севастополь, приморский оборонный город, то же самое. Урал, горные выработки. Там, не знаю, Одесса, знаменитые одесские катакомбы или знаменитые керченские катакомбы. Ну, Италия, Рим, понятно, и Париж, город мертвых, знаменитый фильм. Тот человек, который даже вообще никак не связан с подземельями, он все равно уже знает, что в Париже есть катакомбы. Ну так, чтобы я как специалист слышал о каких-то подземных сооружениях в Якутии, такого я не могу вспомнить. Поэтому с точки зрения подземелий Якутия для меня осталась пока таким же загадочным регионом, как и многие другие. Ну, естественно, что когда есть возможность куда-то поехать, едешь сначала туда, где знаешь, что наверняка встретишься с чем-то интересным подземным. Ну, если говорить о шаманизме и подземном мире, а ведь шаманизм, собственно, он из этих мест как раз происходит, то очень много же различных легенд было о том, что земля изнутри якобы полая, и в частности в Якутии, в Сибири могут находиться спуски в полую землю. Очень многие писатели-фантасты использовали эту теорию полой земли в своих романах. Достаточно вспомнить «Незнайка на Луне», который написал Николай Носов, только там он эту теорию полой земли переносит на спутник Земли, на Луну, и размещает там, поселяется лунатиков. Поэтому, конечно, мне бы хотелось побывать в шаманском путешествии в Нижнем мире. Более того,
Я иногда даже с удовольствием думаю о собственной смерти именно с той точки зрения, что мое мертвое тело поместят в подземное пространство, и я окажусь в своей абсолютной зоне комфорта. То есть я окажусь там, где я провел, ну вот на сегодняшний момент, 2/3 своей жизни. Я там всех знаю, меня там все знают, я там свой человек. Поэтому я думаю, что это прекрасный совершенно исход будет. Потому что почему люди боятся подземелья? Я так в режиме радио просто разговариваю, ты меня что-то спросила, я уже там с одной темы на другую перешел. Замечательно. Это память нашего рептильного мозга от наших далеких предков, людей эпохи палеолита, 12-13 тысячелетия, когда люди вели кочевой образ жизни, постепенно они стали осваивать пещеры, которых раньше боялись, потому что в теплых регионах основные враги человека становились активными ночью. Дикие звери, ядовитые насекомые, племена были малочисленны, если приходило более мощное племя, более сильное, претендовавшее на эту территорию, слабое отступало. Ну, в общем, происходила миграция животных, и вслед за ними миграция человека по территориям после постепенного потепления, после хода ледника. Таким образом, почему человек боится темноты? Он визуально не может контролировать пространство вокруг, и мозг ему подсказывает, можно сказать, подсознание ему подсказывает опасность в той зоне, которую мы не видим. Вот она, эта опасность. Она досталась, страх этой опасности достался нам по наследству от наших предков, живших в 12 тысячелетии до новой эры. Постепенно человек начинает осваивать пещеры, понимая, что подземное пространство дружелюбно человеку. Там можно сохранять мясо, там можно сохранять злаковые овощи, там можно прятаться. Под землей плюсовая температура круглый год, 3-5 градусов выше 0 против там минус 15 в горных массивах. Но, тем не менее, все равно дети, не боящиеся страха темноты, вернее, наоборот, дети, боящиеся темноты, не боятся и не стесняются это показывать, а взрослый человек уже начинает прятаться от своих естественных психологических проявлений за внешними ярлыками, за этими внешними масками. Мы же понимаем, мы же взрослые люди, мы же понимаем, что в темной комнате никого быть не может. А вот то, что в темном коллекторе или в темном подземелье никого быть не может, вот этого взрослый человек не понимает, потому что он не сталкивается с этим. А в принципе любой специалист, конечно, скажет, что бояться нужно не того, кто прячется в темноте, в темном коллекторе, а совершенно других опасностей, которые могут быть невидимы. Это может быть опасный газ, недостаток кислорода, мощный поток воды или еще какие-то особенности. Потому что все подземные пространства, они имеют свои особенности, а значит и опасности в них совершенно разные. Ты прям очень расширенно ответил. А я же экскурсовод профессиональный, мне это опасно задавать чувствуется, вопросы. здорово. Вернемся к блогеру под рюкзаком. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от этого путешествия. Вообще с путешествием, вот в рамках этого проекта «Блогер под рюкзаком», у меня были связаны некоторые сомнения. А именно, организаторы вот этого проекта «Блогер под рюкзаком» до этого меня дважды звали в аналогичные проекты, и они отменялись по разным причинам. И я был совершенно не уверен, что я поеду, потому что все состоится. Потом я думал, а почему дважды уже отменялись у меня путешествия? Может быть, мне не стоит ехать? Были такие мысли у меня. Но потом я думал, что если мне не стоит ехать, то в третий раз точно так же отменится путешествие, и я просто никуда не поеду. Знаете, как говорят, что женщины больше доверяют интуиции, а мужчины логике и разуму. Ну вот у меня, например, логика и разум отсутствуют, поэтому я могу доверять только своей интуиции. И интуиция подсказала мне, если тебе не нужно ехать, то в третий раз поездка точно отменится. Она не отменилась, я поехал и обрел замечательных совершенно друзей, прекрасных людей, с которыми мне удалось познакомиться поближе. До этого я видел Борю и Олесю один раз только на фестивале в
прошлом году. И больше я с ними не общался воочию никогда. Вот, замечательные, симпатичные люди, прекрасные, красивые. В общем, вся команда у нас была совершенно чудесная. Ну, а меня хлебом не корми. Главное, не заставляй чего-нибудь делать. Поэтому позвали, я с удовольствием еду. Тем более, я уже устал от работы, я планировал на июль отпуск. И вот это путешествие. Было физически тяжело. Потому что тяжелее камеры я ничего не поднимал за свою жизнь. Нет, вру, конечно. Я поднимаю многокилограммовые крышки люков, спускаю туристов под землю, но тем не менее это все-таки такие разовые нагрузки. А здесь спуск на этих покрафтах — это многодневное, изнурительное местами, сложное путешествие, когда постоянно нужно грести, когда иногда оказываешься в конце команды, потому что остановился отдохнуть, чтобы просто ломота рук немножко отпустила. И в этот момент видишь, что уже твои товарищи уплыли на 200 метров вперед, и надо их догонять, а понимаешь, что догонять-то сил нет. И думаешь, что я еще полежу немножко. И такое бывало с каждым. Ну, наверное, тот, кто вот физически покрепче, тому, наверное, было проще. Я не могу сказать, что мне было легко в этом путешествии. Мне было трудно, но путешествие было замечательное. Я вообще в какой-то момент пришел к тому, что даже если происходят какие-то сложности, даже если происходят какие-то трудности, все равно это пройдет. Мы перешагнем через это. И потом ничего, кроме удовольствия об этих воспоминаниях, полученного опыта, не останется. А ведь такое путешествие, которое я совершил, да и вообще тот опыт, который мы получаем в жизни, его невозможно купить за деньги. Его можно только получить, пережив какие-то определенные ситуации. Поэтому даже когда трудно, все равно важно пытаться получить от этого удовольствие, потому что кроме как мы сами, никто за нас это не переживет. А вообще, как тебе Якутия? Как природа, как люди? Ну, Якутия, конечно, очень красиво. Я не могу сказать, что эта красота, она разливается в воздухе вот с тем ощущением счастья, которое можно, например, испытывать в индийском штате Гоа. Вот там ощущение счастья пронзает воздух. Ты там ничего не делаешь. Там не надо пить, там не надо как-то изменять свое сознание. Ты просто туда попадаешь, и вот это счастье, воздух этот теплый Аравийского моря проходит через тебя. Я не почувствовал здесь такого. Я видел здесь потрясающие пейзажи. Я бывал в удивительных селениях. Это и остров Чкалов, и Тайо-Нары. Я познакомился с местными жителями, которые удивили меня и своей гостеприимностью, и своей открытостью, и тем, что в отличие от сел и деревень в средней полосе России, они не выпивают каждый вечер перед телевизором, потому что устали за день на работе, еще подоили коров, прибрали хлеб, и теперь можно уже выпить. Они занимаются творчеством, учат на баяне песни, шьют национальную одежду, собираются в коллективы и поют национальные песни. Это прекрасно, это потрясающе, это такая редкость для России, когда в небольшой деревеньке видно, что жители не деградируют, как это бывает обычно, а наоборот приумножают свои знания, умения и творчески развиваются. И они светиться изнутри начинают из-за этого. Вот это великолепно совершенно. И я думаю, что в основном, конечно, здесь играет роль еще и зеленая зона, потому что в Якутии не продают алкоголь в целом ряде населенных пунктов. А в ряде населенных пунктах вообще самоуправление, то есть там сознательно отказываются от алкоголя, хлеба нету в магазинах. Не привозят хлеба, нету пекарни поблизости. Вот кока-колу, соль и сахар привезли, там, или лимонад какой-нибудь, а хлеба нету. Хочешь печь хлеб, пеки дома. И вот в таких сложных условиях, казалось бы, 21 век на дворе, мы, жители крупных городов, мегаполисов, не сталкиваемся с таким образом жизни.
у людей остается время на творчество, силы на творчество. Я уже забыл, о чем был вопрос, потому О что я природе, о пустился людях. по волнам своей памяти. О природе, о людях. Да, ну я, по-моему, все сказал. Да, ты всё Здорово, сказал. хорошо, отлично. Единственное, что меня, конечно, смущает, зима. Я не очень люблю зиму. Я знаю, что у вас здесь есть, ну, вернее, здесь большую часть года достаточно холодная атмосфера, температура. И меня, в принципе, даже у нас в средней полосе очень это расстраивает, потому что для меня бы, конечно, идеальная температура это от 20 градусов выше 0 и еще выше, может быть, даже до 45. Но для меня плюс 45 намного лучше, чем минус 45. Ну, значит, летом тебе надо сюда к нам приезжать Да, почаще. да. Так, ребята, напомню, что у нас было супер интервью с Диггером Даниилом. Большое вам спасибо. Если вам понравилось, найдите меня на Ютубе, в Не Инстаграме, надо в находить, ты других здесь соцсетях. будешь, подписывайтесь вот на Даниила. Я здесь обязательно Подписывайтесь всё на размещу. Даниила. Друзья, спасибо вам большое. Я был искренне рад посетить ваш регион и надеюсь, что меня обязательно судьба привезет к вам еще раз в гости. Да, конечно, не последний раз, еще и не раз. И не те подземные вершины ты покоришь. Все, ребят, всем пока, ждем ваших комментариев, лайков и, собственно, подписывайтесь на меня, если вы этого еще не сделали, на Отмороженных. У нас с вами еще впереди много новых приключений. Всем пока!